Сегодня. Для нашего последнего рассказа электронные помощники выбрали из многих пригодных для этого районов страны один из самых живописных — предгорье Кавказа, почти у самого Черного моря. Выбрали они также из тысяч возможных героев одного, далеко не самого старшего, не рекордсмена, так сказать, а долгожителя умеренного возраста. Вам действительно больше 100 лет? 109. Не поделитесь ли вы секретом своего долголетия? Как прожить долго? Надо уметь следить за собой. Человеку помогают хорошие привычки. Я уже в почтенном возрасте, и сыновья оберегают меня от тяжелой работы, но если пашут, я все равно пашу, сею кукурузу, обрабатываю землю. Время собирать виноград, собираю виноград. Когда собирают чай, и я собираю, сколько смогу. По-видимому, вы обладаете недюжинным здоровьем. Я родился под Новый год, и меня сразу искупали в холодной воде. С тех пор, сколько я себя помню, я всегда купаюсь в холодной воде. Эта привычка у меня в крови. А ведь холодная вода смывает все дурное. Ну, а какую пищу вы предпочитаете? Больше всего люблю абхазские блюда. Фасоль наперченную, горячую мамалыгу, аджику. Люблю чеснок, лук, родниковую воду пью. Много ли у вас детей, внуков, правнуков? Около 30 человек. Вы любите детей? О, как глаза свои люблю. Я люблю и своих детей, и их детей, и детей своих братьев, и соседских, и русских, всех хороших детей на земле. Что бы вы пожелали детям? Я хочу, чтобы они хорошо учились, потому что опорой мира является человек. Пусть они любят друг друга и сумеют жить по-настоящему. Вот чего я хочу.
Нам осталось выяснить лишь одно. Откуда государство черпает средства на те блага, которыми оно обеспечивает каждого из своих граждан? Как велики эти средства? С этими вопросами мы обратились к видному ученому-экономисту нашей страны, директору Центрального экономико-математического института, академику Николаю Прокофьевичу Федоренко. Все эти блага оплачиваются нашим советским государством из так называемых общественных фондов потребления. Основным источником их является государственный бюджет, включая в том числе прибыли от промышленных предприятий, колхозов, общественных организаций и так далее. Эти фонды потребления непрерывно возрастают. Я назову несколько цифр. Например, в 1950 году они составили около 13 миллиардов рублей, а уже в 70-м почти 64 миллиарда рублей. На 1975 год, в соответствии с нашим пятилетним планом развития народного хозяйства, они будут составлять уже около 90 миллиардов рублей. То есть за 20 лет они увеличились почти в 5 раз, а только за последнюю пятилетку, за 71-75 год, на 40%. И все это идет на повышение жизненного уровня советских людей, на благо советского человека. Мы рассказали лишь о некоторых сторонах нашей действительности. Жизнь многообразнее и значительно шире простирается забота нашего государства, коммунистической партии, о благополучии и счастье каждого советского человека.